Друзья, всем привет! Меня зовут Айдар, бренд Айда Еда. Сегодня мы с вами находимся в Киясово, в самом сердце нашего производства. За мной вы можете видеть печи, в которых мы выпекаем хлеб. Здесь неподалеку находится наше производство полуфабрикатов. Котлеты, чебуреки, ежики, все то, что вы уже успели полюбить. Сегодня мы вам покажем, как это все производится, кто это все делает, где это замораживается. Вы увидите все, как оно есть. Я Гусманова Фидания Гельмигеновна, предприниматель Киясовского района. Я свой бизнес начала в 1993 году и каждый год поэтапно открывала магазины. И на сегодняшний день у меня 6 магазинов. Все делаем вручную, не используем машинное производство, делаем с мяса только, чистого. Сейчас мы находимся в нашем зале славы. У нас много наград, самые ценные. Это награда «Лучший предприниматель года 2010». Ее мне выручал президент Волков. Ирина Филимонова – это, во-первых, мама, дочь, жена, родственница, на работе педагог Ирина Олеговна, а на сцене Ирина Филимонова – это Урибери Ирина, псевдоним. Ирина Филимонова, преподаватель в Малопургинской гимназии. Родилась в деревне Миндерово 20 декабря 1985 года. Закончила Можгинский педагогический колледж в 2006 году. В том же году устроилась на работу в Малопургинскую гимназию, где работает по сей день. В 2006 же году поступила в УДГУ на заочное отделение факультета удмуртской филологии. Закончила обучение в 2010 году. Замужем, 2 детей. Хобби – концертные юмористические монологи под псевдонимом Урибери Ирина. В честь дня рождения. В клинике варикоза нет Ижевск прием флеболога и УЗИ вен 1200 рублей. Телефон 22 00 23. Орджоникидзе 67. Я родилась в обычной крестьянской семье. Мама у меня работала в детском саду нянечкой. Отец работал газосварщиком. Я младшая в семье, любимица. У меня было, к сожалению, было 2 старших брата. На сегодняшний день, к сожалению, я осталась одна. Детство у меня было очень счастливым. Меня папа на руках носил, дяди на руках носили, ни в чем мне не отказывали. У отца, мы в своей деревне, в деревне Миндерово Малопургинского района, никуда не переезжали, мы коренными жителями являемся. У отца было 4 брата. И у всех 4 братьев дети были сыновья. Я одна среди всех девочка в моем поколении. Я одна сестра. Все братья носили меня на руках. И поэтому я бы даже сказала, что у меня немного такой характер мужской. За всю мужскую работу хваталась вместе с ними, как в мультфильме «Маугли». Привыкаешь? Я бы даже сказала, во мне мало женственности, потому что я росла в такой среде, в мужской среде. Все друзья в детстве у меня были мальчишки, парни. Если все девочки играли в куколки, то мы делали шалаши разные, штабики. Отец строил дом, приносил домой, покупал гвозди, инструменты различные. Я все это таскала из дома, чтобы эти штабики, домики построить, приколоть доски. В плане этого я бы сказала, что во мне маловато женственности. Я вообще не помню, чтобы я красилась. Мы шли на дискотеку в школу, я сейчас вспоминаю, недавно с одноклассниками тоже вспоминали. У нас девочки в платьишках, в юбочках. А в то время, я помню, в моде был костюм спортивный с надписью Nike. И такая голограммочка, да? Но я хочу этот костюм, не могу. Поехали мы. И нет моего размера. И купили на размер больше. Я на дискотеке ходила в спортивном костюме. Я не помню, чтобы у меня какие-то романы были в школе. Я все время с парнями.
У меня даже интереса такого не было, я не помню. Внешне я похожа на отца. Вот братья у меня были похожи на мать. И внешне, и походка, и характер. И вот все эти выходки. И не только вот отца, но и бабушки. У меня бабушка живая, 93 года ей. И бывало так, что меня очень часто оставляли с ней. И вот это вот сценическое, вот все те движения, почему именно вот изображаю бабушку, вот, наверное, это благодаря ей. Это благодаря ей. Я очень благодарна бабушке, то, что она меня научила стряпать, потому что родители работали. Я до школы, либо после школы все время была с бабушкой. И вот все выходки, весь характер, вот вижу, вот это ведь я делаю, да, как отец. Вот это делаю как бабушка. Вот меньше, наверное, вижу в себе вот что-то мамино. Даже если посмеяться, я маме такой вопрос задавала. А не поменяли ли меня в роддоме? Вот различные передачи по телевизору насмотрелись. Мама говорит, да как, так у тебя, говорит, даже движение рук, взгляд, вообще движение всего тела, походка, все как у отца. А братья у меня были похожи на маму. Мы были совсем разными. У меня мама скромная, она голубоглазая, ну, если ростом, может быть, маленькая. И отец невысокий был. Да, у меня двоюродные братья есть. Я очень благодарна бабушке, то, что она воспитала нас вот так вот, мы как муравьи. Двоюродные – это как родные. И в радости, и в горести они всегда рядом. Но вот на то, наверное, и жизнь, что вот родная кровь, кровинушка. Хочется повидать. У меня старшего звали брата Эдуард, а среднего звали Саша. Они оба были в Чечне. И, к сожалению, вот жизнь так распорядилась. С интервалом в 3 года они попали в ДТП возле деревни на трассе М7 и погибли. Когда я училась в первой школе номер 1, учителя заметили во мне талант, попросили родителей записать меня в Пурга Кижильёз для одаренных, для одаренных детей. И все, я хотела, там 4 факультета было: художественный, литературный, театральный и музыкальный. Я все хотела в музыкальный ходить. Прям душой и телом. Екатерина Леонидовна Антонова с Бобиючи, ансамбль гармонистов, вот она вела. У меня такое желание было играть на гармошке. Но учителя видели, снова учителя в Пурга Кижильёз видели во мне какую-то юмористку. И разрешили мне ходить в 2 факультета. По желанию в музыкальный и как бы по наставлению уже, так скажем, да, в театральный, где учителями были Василий Серафимович Ушаков и Раиса Геннадьевна Нефёдова. Вот благодаря им я уже в классе 6 выступала совместно с Анатолием Ушаковым. У нас было пару номеров. Валера Чебышев еще был с Баграш Бигры. Я это очень прекрасно помню. Мой первый заработок был это 30 рублей и домашние тапочки. Когда я приехала домой, помню прямо этот вечер, мама сидела, вязала, мама даже голову не подняла. А папа голову поднял, поблагодарил, по попе полюбил и сказал: ты молодец, но артисткой не будешь. Откуда знаешь, какой муж попадется, ревнивый, ты у меня будешь медсестрой или врачом. Я очень любила петь, это снова благодаря бабушке. Она какую бы работу ни выполняла, все что-то себе под нос пела. Это же у нас у удмуртов, как сказать, это все заложено там где-то внутри, да. Вот, что в голову приходило, какие мысли, все это она напевала, все рассказывала песнями. И вот от этого и пошло, раз я росла с ней. А вообще-то у меня мама вообще не поющая.
папа тоже не поющий. Они совершенно серьезные люди, даже можно сказать, без чувства юмора. Это все от бабушки. Я еще очень благодарна всем учителям первой школы. Александр Вячеславович Иванов, учитель музыки. Получается у меня или не получается, на всех мероприятиях, на вечерах, встречи он меня на сцену выводил. Вот тут же и заметила меня Надежда Эдуардовна Уткина. Она пригласила в лагерь Шундыкар для одаренных детей. Я вот думаю, что вот этот лагерь открыл для меня всю вот эту мою сценическую жизнь. Всю мою сценическую жизнь, столько знакомств и мое упорство, целеустремленность. Благодаря вот лагерю Шундыкар. Я сначала была там ребенком, потом вожатой, потом старшей вожатой в Усточекаре, в Башкортостане работали. Вот. Это самые прекрасные годы. Все-таки мне не разрешили идти в культпросвет. А ты хотела? Я так хотела. И дело было так. У нас было в семье так. Отец сказал, значит, так и должно быть. В медучилище приехала. Во время экзаменов жила у тети. Поступила. И там нужно было в первые дни сентября сходить на отработку. Когда я пошла на отработку, у меня ни знакомых, ни подруг. Я себя так неловко чувствовала. Я с деревни, с акцентом разговариваю. Словарный запас скудный, речь не развита. И мне казалось, что вот эти девочки, которые в моей группе были, они друг друга знали, они были с одной школы. Они на меня пальцем показывали и смеялись. Я так себя неловко чувствовала. Я пошла к завучу, я говорю, дайте мне документы. Мне здесь не нравится, я не буду учиться. Про себя думаю, я все равно пойду в культпросвет. Я взяла документы, естественно, это где-то 10-15 сентября, кто меня в культпросвете ждет. Мне сказали, извините, придете через год. Я еду домой и понимаю, что мне сильно сегодня попадет. И я думаю, настолько я умная, хитрая, продуманная. Я про себя думаю. После 9 класса пойду-ка я сейчас к маме на работу и расскажу ей всю правду, но на работе перед ее подругами, чтобы мне не попало. Потому что пока мама домой идет, у нее все это остынет. Что думаете, мне все равно попало? Пошла я снова в 10 класс, в свою родную школу. После 10 класса мне Галина Алексеевна Кириллова, тогда была директором гимназии, первой школы, первой школы, она порекомендовала мне Можгинское педучилище. Она понимала, что родители не отпускают в культпросвет, а вот педучилище – это то самое место, где я получу образование и удовлетворю, как сказать, свои потребности. Поступила, значит, в Можгинское педучилище. Ну и там не скучно жили. Что попало, придумывали. В различные ситуации попадали и до директора доходили. После первого курса, после летних каникул получила стипендию и думаю, все девочки пошли покупать косметику, а я думаю, а вот я помадой накрашусь, она у меня закончится. А это ведь мои заработанные, я же училась. Нет, я пойду учиться на права. И там мы самыми интересными были. Я думаю, до сих пор нас там помнят. Выучилась. В ноябре, значит, 26-го сдаем экзамены. Мы с девочками в 5 утра встали. Сами понимаете, когда на эстакаду нужно заехать, чтобы отката не было, мы пошли воровать. Шлак вот этот, как сказать. Там кочегарка, по-моему, 3-й школы в городе Можге. Мы оттуда вот этот шлак в мешок сложили в 5 утра. И пошли туда на эстакаду за 3-ю школу. И насыпали, чтобы отката не было, чтобы сдать. Ну, сдали. Я поехала домой. Хочется родителям показать. Вот все. А у меня подружка записалась в общаге на вахте, что поехала ко мне в гости обмывать права. Прям так и написала. Ей 18 нет.
Я же после 10 поступала, как после 9. А мне есть. И меня вызвали к директору. Там статья. Я после 1 курса в педучилище вышла замуж. Я училась, жила в общаге и на выходные приезжала. 3 года я так училась. И уже на 4 курсе, в мае месяце, я забеременела, закончила и пошла устраиваться в Малопургинскую гимназию. В гимназию, не в первую школу. Там директором работала Галина Алексеевна. Я пришла, говорю, я хочу работать. Она спрашивает, кем? Хоть кем, но работать. Ну, мне дали ГПД, группа продленного дня. Я от души работала. Потом я вышла в декрет. После декрета вновь вернулась, и мне уже дали класс. 3 года проработала. Нет, больше 5 лет. 5 лет проработала и снова ушла в декрет со 2 дочерью. И до сих пор работаю. Вот у меня, видимо, отец такой был. В одно и то же время он мог браться за 2, за 3 работы, и все у него получалось. И он очень много успевал. Даже смеялись, говорит, над ним, вот подмурские говорят, ачи светличкут, лапти, которые сами ходят, то, что везде успевает. И у нас в деревне есть мужчина, Атаманов Николай. И он все время говорил, вот у ребери окщиня. Не орина, а окщиня. Вот говорю, а почему окщиня? Вроде если окщиня, удмурты так называют девушек с именем Оксана. Ну, не знаю, говорит. И вот с этого перефразировали, что ли скажешь? У ребери орина. То есть это не тобой придумано? Не мной. Тебя назвали так? Меня назвали в моей же деревне тогда. Еще в детстве. У Рибери Орина она более сценический образ. Образ более смешной. А Ирина Филимонова это, я бы сказала, серьезная, требовательная, пунктуальная. Дома совсем другая. Там уже свои бытовые проблемы, семейные проблемы решаешь намного серьезнее, чем на сцене. Наверное, вот чувство юмора, вот как говоришь, это и есть защитная реакция организма. Чтобы не расплакаться перед людьми, да. Люди есть всякие, встречают на улице. Кто-то, может быть, специально хочет сделать больно, кто-то не хотя. Но я на такие серьезные темы разговариваю редко. Я подшучу где-нибудь, как-нибудь, что-нибудь. И вот очень многих, даже в моей деревне, такое отношение, что вот как к несерьезному человеку. Я подшутила, посмеялась и ушла. А вроде человек хотел что-то серьезное узнать. И вот думает, вот и не горюет, ведь я даже вот по братьям. А нет такого. Вот, наверное, все-таки вот как-то я закрываюсь вот с помощью этого чувства. Подшутила. Ну и на душе легче становится. Но я вот не скажу, что я вот на концертах работаю из-за денег только, да. Вот если народ смеется, если вот эти конкурсы получаются, это не описать, какое удовольствие получаешь. В школе, когда дети смотрят на тебя с открытыми ртами, с горящими глазками, вот ты объясняешь тему, и когда они тебе дают результат, вот это неописуемое удовлетворение, я не знаю, как это даже выразить словами. И когда вот встречают тебя дети в школе, бегут и обнимают, мне кажется, это тоже результат, когда дети хотят тебя видеть, а детей не обмануть. Да, бывает, ругаюсь. Но я никогда не поставлю 2 ребенку, который садился, старался
у него не получилось. Я так и детям говорю, мы для чего с вами ходим в школу? Учиться. Если бы вам не надо было учиться, и вас нечему было уже учить, вы бы в школу уже, ребят, не ходили. А я двойку ставлю тем, вот дети, они настолько дети, и смотришь им в глаза, и сразу видно, врет ребенок или нет. Мама – это такой человек, который скажешь все свои чувства, и она, конечно же, даст тебе совет. Мама мне иногда говорит, да успокойся ты уже, да ты можешь на месте сидеть или нет. Даже сегодня она говорит мне, это тебе надо? На такси ты поехала в Ижевск. Я понимаю, каково ей. Я единственная дочь. Села, поехала, уехала. Я все время в дороге. Но, наверное, если бы не мамино благословение, да, то она все время желает доброй, хорошей дороги. Ждет. Мы же все время на дороге. С мужем живем в машине, можно сказать. Меня очень это удивляет. Я поражаюсь, как мама вот стерпела такую боль. Она потеряла мужа. Она в тот же год так. В январе она потеряла мужа, в августе она потеряла свою мать, и в декабре она потеряла сына. Это все было в один год. И в то же время она умудрялась все время улыбаться, разговаривать. Я видела, что она утром просыпается с зареванными глазами, со слезами на глазах выходит. И все время говорит, вот, Ирина, не было бы тебя, я не знаю, что было бы в этой жизни. Не было бы, на тот момент у меня старшая дочь была. Я ей все время говорила, некогда горевать. Вот у тебя внучка есть. Все время дочь маленькая была, заставляла ее то плясать, то кувыркаться, чтобы было смешно, весело. Рассказывала всякие истории маме. Мам, говорю, я сегодня в такую историю снова вляпалась. Рассказать? Давай. Она все время, ой, куда-то ты ведь, по-удмуртски, да, вляпаешься. Вот. Я поражаюсь, удивляюсь силе. Счастье для меня – это здоровые дети, здоровый муж, здоровая мама и здоровье и свое здоровье. Это когда не болеешь. Когда человек не болеет, он творит, он думает, и ему хочется что-то делать в этой жизни. Но остальное все зависит от самого человека. Счастье для меня – это здоровье и семья, когда все рядом.